До 18 років позбавлення волі засудили кримця, який нібито виконував завдання СБУ. Як зазначають окупанти, в червні минулого року 43-літній мешканець Ялти здійснив диверсію на газопроводі в Кореїзі. А таке шкідництво чоловіка окупанти приписали до нібито виконання завдання української спецслужби. Чоловіка затримали та змусили записати відео розкаяння. На ньому він розповідає, що так звану співпрацю з СБУ розпочав у Дніпрі після початку повномасштабної війни. У меня ребенок тренируется, занимается спортом, школа спортивная. В городе начались закладки разлаживать наркодилеры все. Начал с ними бороться, в ходе чего наткнулся на обыски, которые против меня были произведены МВД, так как они оказались кураторами этих людей. Дома начали переворачивать, там все искать. В ходе обыска они наткнулись, у меня с 2001 года российское гражданство. Ну, старший там человек отвел меня, представился, что он работник СБУ. Сказал, что в покое они меня не оставят, посадят по-любому за двойное гражданство. И предложил мне сотрудничество, говорит, в ходе которого у тебя не будет никаких проблем. Перспектива, переедешь в Крым жить вместе с семьей. Говорит, все поможем, все будет хорошо. Соглашайся, там не соглашайся. Ну, пригласил потом на беседу. Предложил сотрудничать с ними непосредственно с СБУ. На основании гражданства поехать в Москву, получить паспорт и после этого перебраться в Крым. У меня родственники тут, ну, они все знают обо мне. Жить здесь, наблюдать и ждать связи. Там предложил способы связи там с ним, тайные через Gmail, там, через черновик. В ходе, да, беседы после согласия написал расписку, да, что там обязуюсь не распространять эти сведения никому, там никогда. Все такое там в целях конспирации, там позывной там все придумал. За словами окупантів, некорінний мешканець Ялти взяв із заздалегідь обладнаної схованки вибухівку, встановив на одній з ділянок труби та підірвав її. Чоловік каже, що перший інструктаж йому провела українська спецслужба, після чого пустила у вільне плавання. Написал эту бумагу, все, он меня проинструктировал, сделали короткий, как бы, подготовку, ну, минному этому делу, там показали, как, что, с чем работать. Инструктаж показали взрыватели, что к чему, там, как подсоединяется, как скрепляется, какие кнопки, как оно работать может. Через Gmail там предложил такую связь, через Gmail, через черновик, там один аккаунт как-то. В случае, если там срочно мне надо, то телефон моей жены там есть, чтобы она мне просто написала слово, там, иди на кухню, сходи. То есть я должен понять, что кухня – это то слово, там, что мне надо зайти в этот черновик, прочитать, если там может какая-то информация. Он поставил задачу, что надо найти магистральную газовую трубу в любом месте удобном и взорвать ее. Объяснил все, как это сделать. Ну, короче, через неделю он мне говорит, что ты чего тянешь? Давай быстрее, быстрее сделаешь, быстрее твои будут у тебя, отправим семью. Я пошел, прошелся, посмотрел место, где это возможно сделать, чтобы не было, естественно, людей рядом. И 22 числа ночью пошел и сходил на тайник, взял все, что надо мне, пошел на это место, установил этот заряд, отошел там метров 100, с кнопки сработало. После чего пошел назад, спрятал эту кнопку уже в тайник, отписал, что все сделал, потому что мне писали, что молодец, слышно было и тут, типа, что громко все это было. Все написали, ожидай семью. Ну, а буквально на следующий день стало у нас уже по поселку ходить куча милиции, второй день еще больше. Я понимаю, кого они ищут. Я решил отъехать в Коктебель, отдохнуть, снять какой-то дом-то на 2-3 дня, побыть здесь, типа. Ну и здесь я встретился с сотрудниками ФСБ уже. Тепер чоловіку призначено покарання – штраф у розмірі 500 тисяч рублів та майже 20 років виправної колонії. Проте перші 4 роки чоловік проведе у російській в'язниці.
Росіяни скасували штраф журналістці Лютфії Зудієвій за пост у Фейсбуці. Спершу окупанти звинуватили кримсько-татарську журналістку Грату нібито неправильній публікації в соціальній мережі. А проблема була у тому, що Зудієва виклала пост із згадкою «Радіо Свобода» без маркування видання як іноземного агента. А згодом, як повідомляє кримська правозахисниця, російський суд вирішив, що їхні поліціянти не мали права складати протокол про правопорушення замість іншого органу – Роскомнагляду. Тому покарання скасували.